Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале инновации горизонтальных связей. Так, по вопросу, что означает этимология слова диакистия. Вот у нас мы видим культура бронзового века, кабанская культура, бронзовый век. Это расселение предков майнахов. Вот здесь, ближе к Каспийскому морю, это каякенско-харачоевская культура. Ну, здесь где-то у нас Владикавказ. Здесь у нас сейчас Грозный. То есть Даймок изначально, это родина отцов, это называлось вот основной объем вот этот территория кабанской культуры. Вот эта часть горная, как бы основная часть горной Ингушетии, горная котловина. Эта территория называлась Диак-Есте, что в переводе означает окраина удела. Да, это какая-то часть или земельный надел, или какая-то территория, это часть. Да, Исты это с краю, окраина. Диак-Исти это вот окраина удела. Примерно в периоде 1500 лет назад на Кавказ пришли, на Северном Кавказе, на Кавказ пришли хазары. То есть в хрониках известно, что там говорится со слов хазарского царя, что основное потомство Кавказа я вырезал, небольшая часть во главе с Дзурзуком пересекла реку Ламехи. А река Ламехи это Ломехи, горная река, это Терек. То есть пересекла реку Ламехи и укрылась в горной теснине. Если вы на картах посмотрите в 3D, горная Ингушетия это такая котловина, это такая лодка большая между Кавказским хребтом и Черными горами, там большая вот это горная теснина. И в этих хрониках говорится, что основное потомство Кавказа было вырезано, небольшая часть, возглавляемая Дзурзуком, пересекла реку Ламехи, то есть Терек, и укрылась в горной теснине на окраине удела. Диак-Исти. Отсюда у нас два понятия родина, Даймок, которое было изначально, и Диак-Исти, которое сейчас часто употребляется в значении родины. Ну, за последние 1500 лет происходило расселение и в Грузию, и на восток, и вниз спускались, и сюда. И таким образом понятие Диак-Исти, она как и в смысловом, и в территориальном уровне она расширилась, и сейчас мы его воспринимаем как, понимая, что родина. Но изначально Диак-Исти это означает окраина удела, собственно, если не коверкать ингушский язык.